Это долгожданный ремонт. С 97 или 8 года здесь практически не было никакого ремонта. И работал только один операционный зал. Теперь в Малгобекской центральной районной больнице будут функционировать 2 операционные площадью 300 квадратных метров. Ремонт оперблока уже полностью завершен. Сейчас на очереди новое оборудование. Часть установок и приборов уже поступила. Уже получила больница ортопедическую стойку. Будут проводиться обширные травматологические операции, такие как на тазобедренных суставах, на других суставах. Также поступают сюда новые стойки, эндоскопические стойки для хирургов. Новые возможности открываются и для анестезиологов. С приобретением нового оборудования пациентам станет доступен севаранный наркоз. Это высокоэффективный ингаляционный анестетик последнего поколения. В отличие от закиси азота и галатана, которые использовались здесь раньше, севаран не вызывает побочных явлений, как тошнота, слюнотечение и рвота. Благодаря политике, проводимой главы нашей республики, нашего министра здравоохранения, нашего главного врача, мы обеспечены стопроцентно дыхательным оборудованием и оборудованием для наркоза. Мы получили немецкой фирмы Дрегер аппараты ИВЛ, как для наркоза, так и для ИВЛ. Получили мониторы миндреевской фирмы, тоже обеспечены 100%. И высококлассные дозаторы, благодаря которым намного облегчается труд врача, анестезиолога, реаниматолога. Это как и следящая аппаратура, так и аппаратура для проведения наркозов. В новом оперблоке проведен и кислород, который подается пациенту во время наркоза. Раньше врачи его таскали в баллонах и могли менять прямо во время операции. Сейчас же в операционных проведены специальные трубы, по которым автоматически проходит чистый кислород. Скоро их подключат к новому оборудованию. Ежегодно в Малгобекской больнице проводится более 600 операций, в том числе и связанных с сосудами. Благодаря спонсорской поддержке для медучреждения закупили и артроскопическую стойку. Она позволяет выполнять малоинвазивные оперативные вмешательства, грубо говоря, делаются проколы под эндовидеокамеру и инструментальные порты, так называемые. Она позволит выполнять оперативные вмешательства, которые до этого не выполнялись в республике. Пациентам приходилось выезжать за пределы. Самые распространенные травмы менисков, разрывы связок коленного сустава. Обновления произошли в хирургическом отделении. У нас во всех палатах проведен ремонт, подведена вода, раковины. Их не было. Плитка везде вместо линолеумов. В данный момент мы проводим ремонт в перевязочном кабинете. Там тоже капитальный ремонт, раздевалка, процедурный кабинет. Комфортные условия уже успели оценить по достоинству и пациенты. В палате уже и холодильник, плитка новая, тумбочки, лекарства, все в достатке. Персонал тоже, медперсонал, они всех обхаживают, смотрят. Я еще в ноябре попала в гинекологические отделения, меня очень даже хорошо приняли врачи. И медикаменты, конечно, они предоставили, все больничное. Условия очень даже хорошие здесь принимают. А вот в хирургическое отделение я сейчас лежу, врачи меня очень даже хорошо приняли. Условия здесь великолепные. В больнице отремонтировали и лифт, известный по многочисленным жалобам в социальных сетях. Пациенты, порой даже находящиеся в тяжелом состоянии, в нем застревали, пока его совсем не закрыли. Сейчас лифт новый, и для безопасности пациентов пользоваться им можно только в присутствии лифтера. Он открывает и закрывает его специальным ключом перед каждой поездкой. Ремонт провели в отделении первичной сосудистой хирургии. Была кардиология, то есть пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения и инфаркт миокарда. Нас разделили буквально год-полтора назад. Нам сейчас очень удобно работать. Было очень неудобно работать в других условиях. Сейчас закуплена новая мебель, все необходимые медицинские принадлежности, новые функциональные кровати, тумбочки. В общем, все, что необходимо для нас. А вот вопрос с аппаратом для проведения КТ остается в больнице открытым. КТ Бог лежащих. Уже 2-3 месяца. КТ направление луа назрание. Но это назрание мышхана КТ направление луа пеймишле.
Узевачка, хайрей он есть, он кате. Вот один дур, урей он есть, кате вот это. Ваша дали, один дур. Аж да, но кусал дур, Для травматологов есть Арман, это ЦДГ. У них для работы полноценной практически есть почти все, кроме артроскопического стола и светильников. Для нас, для хирургов, необходима стойка лапароскопическая, стерилизаторы и лампы, и операционный стол. Хотя у нас они есть, но они уже устарели. Наша стойка работает с 2002 года, получается 19 лет. И наша больница эти операции лапароскопические в этой нашей республике начали делать первыми. Впрочем, помимо нового оборудования, нагрузку врачам облегчил и спад ковидных больных. С начала пандемии 2 корпуса из 3 в больнице пришлось перевести для лечения пациентов с коронавирусом. Сейчас врачи отмечают положительную динамику. По коронавирусной инфекции идет на спад. Больных, естественно, стало сейчас меньше. Вот на сегодняшний день у нас в отделении состоят 26 пациентов, находятся на лечении, на стационаре. Среди них лица старше 60 лет 15 человек. В отделении реанимации у нас находится 5 человек, из которых на неинвазивный ИВЛ находится 2 человека. Поступило за текущий период 2 человека. В связи с производственной необходимостью я была переведена в дополнительно развернутый корпус для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Но учитывая, что это больные, они коморбидные, то есть у них практически даже у больных, которые ранее не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, в силу вот такой вот вирусной инфекции запускаются определенные процессы, которые дают осложнения. Сейчас, учитывая, что больные все-таки, больных меньше, но сама вот вспышка уже пошла на спад, я мобилизована обратно в кардиологическое отделение. В кардиологическом отделении вот последние несколько месяцев у нас опять-таки поступает большой поток больных, именно постковидные осложнения. Это как сердечная недостаточность, это тромбоэмболии на фоне вот такой вот гиперкоагуляции и больные с гипертонической болезнью. Начиная с апреля прошлого года в общей сложности в стационаре Малгобекской центральной районной больницы оказали помощь 1803 пациентам. Амина Бокова, Хамзат Халухоев, Новости 24.